Временно исполняющий обязанности главы Республики Башкортостан Ради Хабиров в рамках рабочей поездки по Стерлитамаку отправляется на хлебокомбинат. Стерлитамакский хлебокомбинат состоит из 6 заводов и выпускает хлеб, баранки, сухари, пряники и кондитерские изделия. Стерлитамакский хлебокомбинат, торговая марка «Стерв». Да, «Стерв». Да. Вы основной поставщик, понятно, Стерлитамака, наверное, да? У нас город Стерлитамак, юг Башкирии, поставляем в Уфу, ну и, соответственно, вот в сторону Уфу продукцию. Свои пункты есть или вы там... Есть своя фирменная сеть. Как тоже «Стерв» называется? Хлебный. Хлебный. Сеть магазинов хлебный. А сколько? 1989 года у нас свои магазины есть. 25 магазинов у нас на сегодняшний день это в городе. Действуют они специфичны именно, в основном это продукция хлебная, наша продукция. От наименований продукции выпускает именно этот завод. Но в среднем в сутки это порядка 3-3,5 тонны. Ради Борисович, я хочу вам показать, знаете что? У нас мы в прошлом году запустили новую линию как раз по слоеным изделиям, которая нам подходит нашу продукцию. Спасибо большое. Здесь получается линия швейцарская. Да, это вот как раз круассаны, которые мы выпускаем на линии. Здесь идет автоматическая раскатка, потом она накатывается на автоматическую скалку. Эта скалка переносится на линию, и уже в зависимости от того, какие опции нам нужны. Там нарезают. Да, уже забиваете, все. и она нарезает. Да, уже нарезается на формочке. Здесь есть промочка. Мы делаем продукцию с начинкой. Да, и вот такие вот получаются заготовки, которые у нас, они маленькие, небольшие, но потом готовую продукцию, они очень пышные и ароматные. Вот. Ну, общие инвестиции у нас были вложены сюда порядка 35 миллионов, вот именно на это производство. А сколько у вас работает здесь? Если в целом по заводу у нас 670 человек работающих. 260 основной рабочий, 30 тысяч сейчас за 6 месяцев. Да, и из них 27 700 это 27 700 основные рабочие получают. Ну, удерживают, потому что покупать ехали просто так, они на улице не найдешь. Ну, мы представляем здесь продукцию, это практически продукция именно... Это все ваше, да? Это все наше. Мы делаем квас сами уже лет 10 лет на своем производстве. У нас есть 2 производственные площадки, одна здесь, другая на Суде. Было раньше хлебное производство, мы оптимизировались, принесли все на одно. Сырее, чем тульский. Серьезно. Но некоторые берут вместо торта. Даже настолько вот, что можно и на стол поставить. Могу здесь снять? Да, конечно. Спасибо большое. Как вкусно пахнет здесь! Да, но тут главное, ну вот это опять из разряда мы получаем сегодня, прям начиная переживать от поездки все время положительные эмоции. Вот. Я обычно привык к разным поездкам. Ну, эффективно работающее предприятие, где люди работают, где хлеб пекут. Есть свои проблемы. А какие проблемы? Предприятия не нагружены, они могут в 2 раза больше продукции выпускать. Вот это ключевая. Вторая не проблема. Вот все-таки мы научились промышленные предприятия каким-то образом субсидировать, и они берут у нас, соответственно, нашу помощь. А вот в отношении предприятий пищевой промышленности и легкой промышленности, вот я сейчас об этом думаю, будем садиться и смотреть. Понятно, что мы гордимся нашим машиностроением, но когда-нибудь, может, мы начнем гордиться нашим пищепромом. Ну, мы им гордимся, но вот поможем, да. Спасибо. Это у вас вот территория ваша? Это территория, да, это заводы. Котельная своя, да? Котельная своя. Мы также сами
модернизировались и сами себя же отапливаем. Поэтому это очень большой Вот так у вот нас покрашено риск. чисто, это меня ждали или у вас? Нет. Ну, вот так, это культура производства. Они вчера узнали, что Вообще мы стараемся, потому что на самом деле территория достаточно большая, и за 2 дня мы не смогли. Нет, это Да. каждый день Здорово. у нас есть службы, которые работают и делают свою Которые работу вот все-таки это ответственно. задача. Конечно, самое главное. А люди как приезжают? Автобус сюда ходит? Нет, это все мы находимся практически в центре города. то есть это Живой. удобно. просветление Остановка 5 вот, минут. да? Это Просветление. все здесь. Ну, есть транспорт. То на транспорте огромную площадку вынуждены были добавить, потому что не умещается. Вот, поэтому все приезжают. Основной персонал у нас 80% это у нас девушки. А вспомогательная служба это мужчины. У нас есть свой транспортный цех. Мы сами разводим и сырье, и продукцию. Что, вспомогательная служба. который вы выпускаете, черный, сколько стоит? Там, самый дешевый? Вы знаете, в магазине он стоит 18 рублей. Но на самом деле у него себестоимость 35 рублей. Социальные и массовые хлеба мы берем, так скажем, за счет своей прибыли. У нас есть булочное производство, которое там есть где-то все-таки там. маржинальное, маржа повыше, и кондитерское производство, высокосортные изделия. Мы стараемся там зарабатывать. Вот, поэтому есть вопросы у нас производство материалоемкое. Я вот хотела вас пригласить. Хлебное наше производство, 60% нашего объема это мы выпускаем хлеба. Мы идем? Да, мы идем. Да. У нас есть что показать. Если вот я говорила, что в это производство мы делали инвестиции, то мы 35 рублях себестоимость. Какая пропорция чего? Мука там, наверное, 5%? Нет, да? нет. У нас мука 20%, где-то 2% это сырье. Ну, там, Ну, там, в основном ага. это соль и дрожжи. 3%, 5 с начислениями это заработная плата. Вот где-то около 30% это основные наши затраты. Ну, плюс А еще, вот, конечно, транспортный цех. Я все по муке Да. нашей думаю. А вот зелаирская, вернее, хайбулинская наша мука, она, в принципе, по качествам, вернее, зерно по качествам хорошее. Получается, они не промалывают, да, для... Все-таки вы покупаете? Предложения не было. Не было предложения, Потому да? что, у нас, во-первых, объемы, мы где-то до 800 тонн. То есть вам крупные да, поставки нам нужны нужны. объемы. Ага. Где-то порядка 200-300, 600 тонн в месяц мы используем муки. Поэтому поставки у нас практически через день муки. Мы все это пополняем запасами. У нас вот как раз по муке хотелось бы все-таки как одна из проблем. У нас работает один элеватор Давлеканово. Больше нет. Сибай очень далеко. Старитамакский элеватор у нас находится прям буквально километра, нет, вот по элеваторной, но вот уже очень много лет не работает. Поэтому транспортный расход даже по доставке мы возим муковозами муку, но незначительный. А вот Старитамакский район у вас, вот, пожалуйста, здесь. Ну, тоже но если только Давлеканово берет в основном зерно, нам ведь уже нужна мука, мука после мукомола. Да. Поэтому были предложения, конечно, заняться еще Если надумаете, выходите на меня. А мы с министром сельского хозяйства разговаривали, он, в принципе, тоже давал предложение по кооперации. Но это другая технология работы. В булочном производстве у нас 100 человек работающих. Мы работаем круглосуточно в 4 смены. Да, мы можем посмотреть. Непрерывного замеса у нас происходит наверху, на 2-м этаже. Здесь через делительную воронку тесто попадает и уже отмеряет каждую ячеечку теста. Спрыскивается маслом. Работаем круглосуточно в 4 смены. Вот наш самый массовый хлеб семейный, который мы сейчас можем показать. Да. Если мы говорим про замес теста, на эти 3 линии у нас на 2-м этаже замес, а на 3-й и 4-м у нас замесочное отделение, такое небольшое, компактное, мы находимся здесь. Мы вот здесь сейчас планируем
В этом году, может быть, не получится. У нас достаточно большой объем инвестиций. Мы планируем все-таки переоборудовать и хлебное производство, потому что потребности хлеба вкус, корочка нужна, ароматика. Вот современное оборудование, оно позволяет, но оно импортное и очень дорогое. По зерну, вы говорите. Да. Так, и что там? То есть Если вы закупали... мы у Давлеканова был запас из интервенционного, объявлялись интервенции, закупали зерно, и они из него делали значит, муку для нас, мукомолов. Ну, я сейчас говорю вообще по республике, потому что есть и уфимские коллеги, и частные пекарни. Вот. Ну вот 2 года, все, уже зерно закончилось, и мы, соответственно, вынуждены, да, и мы вынуждены уже покупать. Любое изменение цены, оно сразу влияет на, соответственно, себестоимость. Так как мы продукт социальный, мы его не повышаем. Мы там 3 года до этого не повышали. Вот в прошлом году осенью вынуждены были повысить цены. Да? Ну, это не тот продукт, когда вот можно повысить, понизить. Да? Мы стараемся стабильно работать. Я обязательно разберусь, если хотя бы малейшая возможность есть, мы поправим. Все, спасибо. Спасибо, удачи коллективу. Всего доброго. Спасибо большое. Да, спасибо. Хорошего До дня. свидания, спасибо большое. Доброго здоровья всем. Спасибо Да, за у работу. нас такая Спасибо. команда профессионалов, поэтому все делаем вместе. Все, спасибо большое. Пусть. Радик Фарич, неожиданная проблема с пшеницей, вроде бы аграрная Она не республика. проблема, просто надо понять, что есть резервный фонд, он может и завершаться, может появляться. Я разберусь просто. Но самое главное, нам надо, если есть возможность, решить, потому что в конечном счете это потом может ударить по цену на хлеб, а это основной продукт наш.